Рафимитис! Добро пожаловать! Дорогие друзья, уважаемые гости, участники фестиваля, мы рады приветствовать вас на Буинской земле, земле плодородной, черноземной, театральной. И не только на Буинской земле. Это площадки Апастово, Кайбицы, Тетюши. 4 района вас встречает со всем тем, что они накопили, культурным своим наследием, богатством. Все театральные коллективы, которые сегодня приезжают на фестиваль БУА «Пространство диалога». Огромное пожелание, чтобы это пространство диалога со временем превратилось в пространство любви. Потому что Буинск – это пересечение востока и запада, это юга и севера. Это уникальное по своей логистике место, где могут все национальные театры Российской Федерации, и не только Российской Федерации, встречаться, увидеться, войти в диалог, полюбить друг друга и, конечно, обогащать ту землю, где мы творим и существуем. Приезжайте еще раз. Фестиваль даем старт. Я думаю, 10 дней, которые пройдут ближайшие, они потрясут тех людей, которые посетят наши спектакли, пройдут через наши залы, увидят наше гостеприимство и, главное, поучаствуют в работе этого мероприятия. Но фестиваль уникален тем, что за 10 дней, во-первых, 10 дней, не где-то 7, не 5, 6, а именно 10 дней. За 10 дней пройдут 24 коллектива, покажут 28 спектаклей. Это многочисленный состав, наверное, редко где так проводится фестиваль. Мы всех ждали, мы всех пригласили, мы пропустили через игольное ушко те коллективы, игольное ушко через сито критиков, чтобы показали самые достойные произведения, самые достойные работы все театры, которые здесь сегодня оказались. Ну что ж, всех благ вам, успехов творческих и старт Буинскому второму международному театральному фестивалю БУА «Пространство диалога».
Мы с Татьяной Сергеевной в этом году входим в экспертный совет нашей главной национальной премии театральной «Золотая маска». И у нас очень напряженная в этом году жизнь. Мы практически весь год находимся на колесах. Весь год, каждый день ходим в театрах, смотрим спектакли, на ней по одному разу. И, несмотря на это, лично я, да и Татьяна Сергеевна не могли не пропустить Буинский фестиваль, потому что это, конечно, что-то особенное. Фестивалей в нашей стране, не только в нашей стране, очень много театральных, хороших и разных, замечательных, с лица не общим выражением. Но все-таки Буинский фестиваль, мне кажется, это особая совершенно история, совершенно особая история. Я всегда рассказываю, не стыжусь этого, хотя было стыдно. Год с небольшим тому назад я еще не знал о существовании такого города Буинск. Как-то вот неизвестно мне было, увы. Тетюша знал, естественно, из классики, что есть такой город на Волге прекрасный. Про Буинск не знал. Когда мне Нияз Рауфович позвонил и сказал: поехали в Буинск на фестиваль, очень маленький город, очень маленький театр, но очень амбициозный, в хорошем смысле слова. Я вот приехал в прошлом году сюда на первый фестиваль, и как-то вот жизнь моя, можно даже сказать, несколько изменилась с этого момента. За этот год я успел дебютировать на татарской сцене как актер в лаборатории, которая здесь проводилась прошлым летом, Буинская Италия. За этот год я успел написать пьесу, выпустить спектакль как режиссер в Театре Армии, поставить его, в апреле была премьера, и опять-таки для меня было очень важно, чтобы этот спектакль был показан. Вот впервые он выехал, 4 раза мы сыграли в Москве, и вот 5-6 раз прошли здесь в Буинске и в Тетюшах. Так что видите, как-то вот что такое начало происходить со мной после встречи с Буинском, и это совершенно какая-то удивительная, замечательная история. Почему этот фестиваль особенный? Потому что, ну, во-первых, невозможно, да, казалось бы, в городе с населением 20 тысяч провести действительно такой масштабный, представительный международный фестиваль. Нет, оказывается, все возможно, когда есть энергия руководителя, когда есть дружный коллектив, который работает. Здесь нет разделения на актеров, монтировщиков, администраторов, погрузчиков. Все делают, понимаете? Это как-то потрясает. Это как-то потрясает. И делают это с желанием сделать, всех принять, как дорогих гостей, всех накормить и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это первый момент. И второй момент, что действительно, вот как-то мне потрясающе дорого то, что театральное искусство здесь представлено во всем его потрясающем, поразительном многообразии. Когда в рамках фестиваля встречаются огромные академические театры из столичных городов наших, из Москвы, из Казани, из Уфы, и рядом с ними в те же дни играют маленькие, совсем крохотные театры. Там театр из поселка Атна, который также участвовал в нашем фестивале. Там население, как мы выяснили, 3 с небольшим тысячи. То есть, как я вчера в шутку сказал, что в Театре Армии в одном работает больше народу. Ну, конечно, не больше, но почти население Атны — это сотрудники Театра Армии. Вместе с тем они в одном фестивале. Они показывают, как многообразен, как разнообразен, как удивителен вот этот мир театра. Сегодня дети Московской киношколы. Опять же, мне было очень важно привести сюда этот спектакль, потому что это московские дети, которые играют, точнее сказать, танцуют. Это спектакль без слов, в модном жанре physical theater построен. Они танцуют и поют «Материнское поле» Айтматова, которое сегодня, ну что уж греха таить, да, мы сегодня в России, в Москве, как-то, знаете, привыкли, так ужасно складываются наши последние геополитические события, что мы немножко стали относиться к нашим братьям. Раньше они были братьями, да, в советское время, а сейчас, к сожалению, Средняя Азия для нас это гастарбайтеры в первую очередь, которым, знаете, зачастую такое отношение в России как к людям второго сорта. И поэтому как потрясающе, что вот московские мальчики и девочки, совсем молодые ребята, взяли этот материал и, мне кажется, отнеслись к нему со всей ответственностью и с каким-то таким большим сердцем. И вот когда эти вещи происходят, когда встречаются в одном маленьком городе, на одном небольшой сцене, встречаются вот такие разные коллективы, такие разные способы подхода к театру, это как-то потрясающе, важно, ценно и как-то очень волнительно. Конечно, у этого фестиваля абсолютно не общее лицовыражение, потому что просто в подавляющем большинстве, если не все вообще фестивали на территории России, сегодня организованы из центра. Вот. Это всегда некая инициатива
либо какого-то крупного объединения. Ну вот, говоря об объединениях, можно говорить, не знаю, о Министерстве культуры. Вот. Или это результат усилия какого-нибудь крупного театра, допустим, регионального ли театра, если это региональный фестиваль, или, так сказать, общенациональный какой-то фестиваль вроде «Золотой маски». То, что инициатором фестиваля становится город, скромный город в Татарстане, в котором 20 тысяч человек, то, что инициатором фестиваля становится театр, естественно, при содействии уважаемых мной чрезвычайно Нияза Игламова и Александра Вислова, вот, это на самом деле вещь какая-то совершенно особенная. Другого такого я примера вспомнить, наверное, не могу. И очень важно, мне сейчас кажется, зафиксировать то состояние, в котором сейчас находится этот фестиваль, потому что по меткому выражению моего коллеги Вислова, татарский авиньон. Название понемногу приживается, но до того момента, когда этот фестиваль действительно станет каким-то абсолютно глобальным, известным, может быть, во всей России, во всей, ну, не говоря про Татарстан, явлением, вот, очень хочется зафиксировать его в том состоянии, в котором он сейчас находится, потому что, конечно же, это огромная педагогическая лаборатория, потому что встречаются театры с абсолютно разным опытом. Продолжу мысль Вислова, потому что приезжают театры из бывших союзных республик, которые оказались во многом после распада Советского Союза в определенной художественной изоляции, и они тоже учатся. Учатся не буквально, они учатся учатся разным языкам, разным художественным практикам и перенимают вот этот самый опыт. И это еще и очень разные с точки зрения подхода к зрителю в спектакле. Начиная от каких-то, может быть, наивного театра, от пьес мелодрам и заканчивая какими-то сложными явлениями, претендующими на элитарность, как, например, Медея из Альметьевского театра, которую мы видели всегда, которую, конечно же, не назовешь зрительским спектаклем. И здесь же рядом присутствует «Вино из одуванчиков» из Глазовского театра «Парафраз», который абсолютно такой универсальный спектакль, который апеллирует к разному зрительскому опыту, к нашей чувственной, ассоциативной памяти, к нашим детским воспоминаниям, и этим, разумеется, трогает и берет за душу. И это очень важно еще для зрителей, потому что зрители на примере этих спектаклей учатся, и зрители, я не знаю, это же процесс такого какого-то еще и развития своего чувствилища, своего воспринимающего аппарата, наверное. И то, что на фестивале проводятся обсуждения такие полномасштабные, то, что театрам это нужно, услышать себя, услышать то, что говорят о них, да, это тоже на самом деле мощный стимул к какому-то такому объединению неформальному чрезвычайно. Если бы эти обсуждения будут привлекаться в дальнейшем зрители, которым, наверное, это тоже будет интересно, это тоже может стать, по-моему, великолепным практикумом и для зрителей. Пожелание участникам фестиваля какое? Простое очень. Добра, радости и новых творческих побед, новых творческих свершений. И, конечно же, новых встреч здесь, на этой гостеприимной буинской земле. Я надеюсь, что фестиваль будет развиваться. По крайней мере, сам приложу в меру своих сил к этому необходимую долю усилий. Фестиваль будет расти, фестиваль будет расширяться, качественный уровень его будет, думаю, также расти. В общем, я вижу за этим фестивалем в маленьком городе большое будущее. Надеюсь, что мое видение сбудется. Я очень надеюсь, что этот город и этот театр превратится в большой настоящий фестивальный центр, в который будут вкладываться большие средства, который станет авторитетным, популярным, влиятельным и откроет, может быть, какие-то новые театральные точки, какие-то новые театральные пространства, которые будут нетрадиционными и которые станут каким-то стимулом к дальнейшему какому-то более глубокому взаимодействию зрителей и артистов, зрителей и театров, да, что будут лаборатории, какие-то фестивальные дискуссионные клубы. И я желаю всем участникам фестиваля еще раз побывать здесь, в Буинске, насладиться местной татарской замечательной природой, кухней, разумеется, конечно, и на самом деле просто увидеть то, как этот фестиваль меняется в динамике. И, конечно же, я желаю всем
театром больше премьер, больше фестивалей и больше приглашений на эти фестивали. Здравствуйте, меня зовут Николай Соколов, я работаю артистом-кукловодом в Чувашском государственном театре кукол. Что можно сказать? Зал был очень теплый, аплодировали во время спектакля, что очень нас порадовало. Ну и объективная, конструктивная критика всегда помогает для развития спектакля, я думаю. Так что очень все понравилось. Да, очень понравился зал, зрители были очень отзывчивые, был такой обмен энергией. То есть и нас они подзаряжали, и мы им давали энергию. Было очень классно. Фестиваль очень хороший, очень понравилась критика. Она была очень полезная, нам очень было интересно узнать, что думают критики о нашем спектакле. Особенно нам, молодым актерам, это очень важно. Вот такие вот фестивали в разных городах, и не только услышать критику от уважаемых критиков, конечно, но и посмотреть спектакли у других городов, из других театров. Это очень полезно для нас. И надо, такие фестивали нужны, необходимы даже. Нам очень понравилось, как нас встретили, душевно, теплотой, и хочется пожелать вам в дальнейшем успехов вашему театру. Спасибо вам большое, что вы нас пригласили. И самое главное, лично у меня было такое ощущение, хотелось просто выйти к зрителям и вытащить их на сцену, чтобы они с нами присутствовали в этой сказке. Прям такое душевное состояние было, я за ними наблюдал, они прям улыбались, прям хотелось больше играть, как-то энергетикой им подавать. И это было настолько шикарно, что просто это дорого стоит. Хотелось бы пожелать, чтобы таких фестивалей было больше, проводились бы почаще. Будьте больше, будьте дольше, самое главное будьте. Вот пожелание главное. Спасибо. Спасибо вам. Абрамова Елизавета Арьевна, директор Чувашского государственного театра кукол, заслуженный работник культуры Чувашской республики. Весьма приятно, что когда-то была такая хорошая задумка создать фестиваль. Это называется «Хорошие здоровые амбиции» в хорошем здоровом творческом коллективе. В малом городе создать такой фестиваль, на который хочется стремиться приехать. Потому что мы наслышаны, что здесь высокий уровень творческий у коллективов. Хочется показать себя, хочется увидеть других, поучиться у других и, может, что-то передать и свое. И вот эти вот хорошее начало, которое Равиль Садриев здесь применил, браво. Я поздравляю коллектив. И то, что наши актеры сказали, вот нужно, чтобы это продолжалось. Самое главное и самое тяжелое – начать. Это хорошо, но продолжить это очень тяжело. Я по себе знаю, по своему опыту, что значит организовывать фестивали и что значит каждый раз на ступеньку, выше, хоть на полступеньки, но следующий фестиваль должен быть еще выше уровень. Вот этого я и желаю коллективу театра, потому что, безусловно, коллектив театра несет всю нагрузку по приему гостей. И то впечатление прекрасное, впечатление доброжелательности, очень гостеприимные люди. И в театре абсолютно каждый ответственно на своем месте подходит к каждому коллективу, чтобы мы правильно смонтировали, правильно озвучили. Благодарность большая всему коллективу и его руководителю. Значение воспитания нашего подрастающего поколения, особенно с детьми мы работаем, и вообще поколение современного, театр имеет огромное значение в этом воспитании. И, наконец-то, об этом вспомнили. И если президент нашей страны объявил год театра, значит, раньше помогая ему, он еще больше будет ему помогать. Это не значит, что нас завалит финансами. Нам возвратят ту самую функцию, которую мы должны нести, ту самую миссию, которую мы должны нести, театр. Мы должны, развлекая, воспитывать. Мы должны поддерживать патриотизм. Мы должны внедрять доброту, про которую забывает современное поколение. Масса человеческих качеств, без которых человеческое общество существовать не может. А я, как человек с техническим образованием первым, и потом получив уже образование специальное, хочу сказать, что без
идеологии, такой хорошей идеологии, которую дает театр, профессиональное искусство, это сделать невозможно. И слава богу, мы не потеряем это поколение нынешнее и следующее, если будут помогать театру. Меня зовут Анна Бонасюкевич, я театральный критик, арт-директор фестиваля «Любимовка», я из Москвы, и я уже второй год подряд приезжаю на Буинский фестиваль, вот уже на второй фестиваль, с большим удовольствием и интересом, и с большой какой-то радостью я отмечаю, как растет и развивается фестиваль. По сравнению с прошлым годом. Растет и география фестиваля. Это очень важно, что фестиваль не базируется в каком-то одном месте, а захватывает территории вокруг и захватывает тех зрителей, которые, может быть, редко видят какие-то высокие образцы театрального искусства, а тут они получают эту возможность. И в этом смысле для меня фестиваль важен в первую очередь именно вот этим каким-то просветительским, культурным своим посылом, такой какой-то миссией просветительской. При этом я хочу сказать, что очень вырос, как мне кажется, вообще общий уровень спектаклей, что мы практически не видели на этом фестивале каких-то проходных работ. Каждый из участников привез какую-то очень интересную работу, которую интересно смотреть именно в контексте фестиваля, и ты можешь сделать какие-то выводы не просто о конкретном спектакле, а вообще о том, как культурно развивается тот или иной регион. Какая драматургия предпочтительнее сейчас, какое существование актеров. Мне, как специалисту и как зрителю, за этим ужасно интересно наблюдать. И я рада за всех участников этого фестиваля. Мне кажется, важно, что они как-то общаются между собой. Хорошо, если кто-то успевает видеть спектакли своих коллег, потому что фестиваль – это всегда еще такой форум, где люди обмениваются впечатлением, обмениваются опытом. И в этом смысле хочется пожелать Буинскому фестивалю, чтобы он всегда выполнял эту функцию, расширял свою географию и в плане участников, и в плане зрителей. Здесь нет какого-то соревнования, здесь есть просто какой-то такой смотр, и поэтому я хочу пожелать всем участникам фестиваля получить как можно больше впечатлений, получить какой-то бесценный опыт, который дает только фестиваль, потому что здесь люди играют не на своих площадках, в сложных условиях, но это такая большая возможность проверить себя, такое как бы серьезное боевое крещение, встретиться с совершенно другим, непривычным для себя зрителем, поэтому я всем желаю действительно получить как можно больше интересного опыта, больше впечатлений, и всем желаю и в следующих фестивалях принимать участие, и всех буду рада видеть. Спасибо. Добрый день, меня зовут Абашева Айгуль, я актриса театра Галяскара Камала. Я очень рада приветствовать всех участников фестиваля «Пространство диалога». Я хочу, чтобы это пространство объединило нас, наши души, и чтобы любовь всегда побеждала на сцене и в жизни. Я надеюсь, что кто-то, увидя меня на сцене, захочет еще раз прийти в театр, и для него это тоже станет важно. Это мы должны делать вместе, потому что поодиночке, к сожалению, мы мало что можем. А приходя в театр, мы дарим людям любовь, и когда нам зрительный зал отдает свою любовь, мы понимаем, что мы делаем общее доброе дело. Я желаю, чтобы все участники фестиваля получили огромное удовольствие от него, чтобы они были счастливы, и чтобы каждый день, просыпаясь, была улыбка на вашем лице. Будьте добры, будьте здоровы и будьте любимы. Бариев Радик, театр Камала, город Казань. Всем большой привет. Очень счастлив быть на этом фестивале, потому что БУА – это такая развивающаяся такая театральная площадка, которая сдает тон всей республики. И я думаю, что во всей России нет такого города, такого маленького города, но такого активного в театральном пространстве. Всем участникам хочется пожелать удачи и вдохновения. Даже если бы и не объявили этот год театра, театр будет всегда, потому что он был до нас и будет после нас. Что бы ни происходило, какие бы перемены ни происходили в мире, в России, в Татарстане, театр будет всегда, потому что он востребован, он нужен. Без театра, потому что наша жизнь была бы неполной, скудной и неинтересной.
Я Люция Хамитова, народная артистка Татарстана, работаю в Камаловском театре. Мы с удовольствием приезжаем на этот фестиваль уже второй год. Тем более в этом году у нас новая премьера «Кильмешак» молодого автора. И как бы это для нас тоже был экзамен. В любом случае на фестивале это всегда какие-то новые ощущения, волнения. И к нашему... То есть мы действительно очень волновались, но зритель нас поддерживал, даже в неожиданных местах аплодировал, так что мы под приятным впечатлением. Конечно, я хочу пожелать дальнейших творческих высот этому фестивалю. И действительно, как сказал президент этого фестиваля Раиль Садреев, это наш маленький Кан французский, так что пусть будет так, мы всегда будем с удовольствием приезжать. Конечно же, первым делом я хочу приглашать зрителей в театр. Это, конечно, духовная пища, это обогащение. Любите театр, любите жизнь, любите друг друга. Я Эльчин Гафарлы, представитель Министерства культуры Азербайджана. Значит, я впервые в Буинске. Значит, здесь проходит второй международный театральный фестиваль. Нам очень нравится здесь и количественно, и качественно. Очень хорошие коллективы собрались. Даже здесь в рамках фестиваля и учли спектакли и детские, и среднего возраста, школьного возраста, и для взрослых. То есть это показывает богатость и зрелищность этого фестиваля. Я очень доволен участниками. Есть коллективы из различных городов, театров Татарстана, регионов Российской Федерации, а также здесь участвуют коллективы из Казахстана и Азербайджана в этом фестивале. И спектакли проходят фактически в аншлаге. Здесь народ очень любит искусство, театр. И благодаря организации такого фестиваля здесь Буинск, театр стал брендом Буинска. Поэтому я думаю, что организаторы очень здорово придумали, что вот провести фестиваль именно в Буинске. Я поздравляю, значит, организаторов о том, что очень великолепно проходит организация этого данного фестиваля. Думаю, что это, значит, только начало, потому что организаторы, в данном случае Буинский драмтеатр, очень великолепно организовал этот, значит, фестиваль. И с поддержкой, естественно, руководства города, а также Министерства культуры Татарстана. Благодарю я участников и поздравляю, и желаю успехов буинцам. Привет всем остальным. Здравствуйте, добрый день, уважаемые гости Буинска, уважаемые гости фестиваля. Здравствуйте, Буинск. Мы очень рады, что нас пригласили на этот второй международный фестиваль. Фестиваль – это для актеров духовная пища. Мы, знаете, мы здесь прям с таким удовольствием ходим, гуляем, встречаемся, смотрим спектакли. Потом мы между собой, между актерами, мы делаем беседу, обсуждаем всех, да, от головы до ног. И знаете, фестивали, они очень нужны. Огромное спасибо руководителям, кто организовал, организаторам. Хочется выразить огромную благодарность организаторам этого фестиваля. Мы очень рады, что принимаем участие. И здесь очень доброжелательный, здесь очень отзывчивый коллектив. Хочется всем выразить огромную благодарность. Желаем фестивалю долголетия! Буинск! Молодцы!
22 года. Старуха. Буинский драматический театр и его художественный руководитель Раиль Ильдарович, они создали замечательный проект. Этот проект, который способствует развитию театрального дела. В небольшом городе Татарстана рождается и набирает силу амбициозный, в самом хорошем смысле этого слова, театральный фестиваль, к участию в котором привлекаются театры России, зарубежные театры. И почему это так важно? Очень важно, прежде всего, это потому, что многие театры, которые работают в своих городах, они как бы варятся в собственном соку, как огурцы в рассоле. Они не знают, что происходит в других театрах. И в их коллективах складывается часто неверная система ценностей, вот внутренняя своя. И приезд на фестиваль, возможность увидеть работы других театров, иногда бывает для коллектива драматичной, иногда радостной. Драматичной, когда может рухнуть вся система ценностей, которые они сами для себя установили в своем театре, в этом городе, где они живут, когда увидели, какие рядом работают коллективы, какими средствами они пользуются театральными и так далее. И наоборот, театр в себе неуверенный на фоне других постановок, так сказать, других театров, ощущает свою силу. Поэтому любой фестиваль – это своеобразный мастер-класс, дающий возможность сверить художественные часы. На этом фестивале, и как здесь происходит, на этом фестивале в Буинске, проходят открытые, честные, аналитические разборы с участием экспертов, которые являются страшно полезными, потому что актеры и режиссеры нуждаются в обратной связи, нуждаются, чтобы кто-то их работу отзеркалил. Необходим жесткий, профессиональный, серьезный анализ. Иногда это болезненно, потому что его выслушивают живые люди, которые творят свои произведения как бы из себя, из своей души. И критика того, что они делают, это как бы даже критика, которая попадает им в сердце, в их личности. Но это необходимо, иначе не будет роста. Ну и в заключение хочу сказать, мое просто пожелание режиссерам, когда они строят свои спектакли, они должны думать о том, что в спектакле должна быть пульсация, развитие, изменение, потому что признак жизни, просто жизни, это изменение. Ровная линия, вот знаете, в американских фильмах часто показывают госпиталь, там лежит персонаж больной, и вдруг на компьютере, к которому он подключен, на осциллографе, на дисплее, после таких взрывов начинается ровная линия идет. Мы его теряем, говорит медсестра, это понятно, что он умирает. Когда спектакль не имеет пульсации и имеет признаки ровной линии, это значит, что спектакль умирает. Поэтому опытный режиссер, профессиональный, вместе с артистами должен взрывать спектакль, делать его живым, подвижным, меняющимся, потому что в конечном итоге любой спектакль, веселый, драматичный, трагичный, это зрелище, это театр, люди приходят смотреть зрелище, а зрелище должно держать внимание. Извините. Мы коллектив Марийского национального театра драмы имени Шкетана, город Йошкар-Ола, республика Марий-Эл. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность принять участие в этом фестивале. Да, и тем более увидеть, не только себя показать, а также увидеть другие различные работы. И огромное спасибо организаторам, то, что нам предоставляют такую возможность встречаться с другими театрами. Пешку Гутау. Надеемся, что в следующем фестивале мы сможем посмотреть все спектакли. Viens Buon Festival! Я главный режиссер Марийского национального театра драмы имени Шкетана. Приветствую всех.
участников фестиваля «Буа. Пространство диалога». Это, конечно, радует. Нам очень приятно быть здесь, привозить свои работы. Они очень непохожие. Все театры имеют свое неповторимое лицо. И фестиваль, он действительно это такой экзамен, своего рода проверка, который позволяет показать и себя, и посмотреть других. И, конечно, замечательный состав жюри каждый раз на фестивале. Поэтому слышать их мнение, их размышления вообще о театре. А сегодня, вот сейчас мы сыграли спектакль по современной драматургии, нам очень важно, потому что театр очень разный, он очень быстро меняется, и возможность вот держать руку на пульсе, показать себя, что-то услышать со стороны о себе, это, конечно, для каждого театра очень важно. Спасибо. Спасибо буинской земле, спасибо татарской земле за прекрасное гостеприимство, за невероятно прекрасных людей, за ту доброту и красоту, которую я ощутила во время пребывания здесь. Участникам фестиваля я бы хотела пожелать новых спектаклей, фестивалей, поиска новых форм и открытий новых имен, новых пьес, новых режиссеров, новых актеров. В добрый путь! Привет, привет, привет! Мы, артисты Буинского драматического театра, рады приветствовать всех участников нашего фестиваля. Мы очень рады, что участвуем в этом фестивале. Да. И то, что нашли очень много друзей из других театров. Да. И пусть этот фестиваль станет традиционным. Точно. И любимый девиз «Делай так и улыбнись». Лица, уклонившиеся от мобилизации, подлежат судебной ответственности по законам военного времени. За попытку к бегству высшее меры наказания. Расстрел. Дина Давлетшина, театровед, театральный критик, город Уфа. Мне посчастливилось участвовать в работе коллегии критиков на первом фестивале в Буинске, который проходил в прошлом году. И это был очень интересный фестиваль. Здесь надо, наверное, сказать о том, что Буинск находится близко к границе Татарстана с Чувашией и Ульяновской областью. И, наверное, это сыграло роль в программе первого фестиваля. Здесь собрались театры тюркоязычный, финно-угорский, был монголоязычный театр из Калмыкии, участвовали в работе фестиваля русские театры. И получилось такое замечательное братство. Второй фестиваль приобрел международный статус. Сюда приехали театры из Казахстана, был театр из Азербайджана. Вообще у организаторов этого фестиваля есть мечта создать здесь своеобразный аналог французского фестиваля в Авиньоне. И мне кажется, что это замечательная идея. Чудесно, что в этом маленьком городке столь пристальное внимание уделяется театральному искусству. И мне хочется пожелать фестивалю долгих лет жизни. Я не сомневаюсь, что он будет интересный. Хочется пожелать всем удачи.
Хочется сказать огромное спасибо этому великолепному фестивалю и прекрасному человеку, который увлечен театральным искусством и создает такие фестивали далеко от центра столицы России, но Татарии. Вообще Казань театральный город очень, и вообще татары очень такой народ, который любит искусство. И, наверное, не случайно, что здесь, на берегу Волги, такой фестиваль зародился, и уже не первый год идет. И дай бог этому фестивалю огромное будущее, хорошую дорогу, великолепные спектакли, чтобы здесь проходили. И нас тоже звали почаще. Ну, что можно сказать? Сегодня немножко зритель, конечно, такой маленький, не совсем взрослый. Ну, завтрашний спектакль, хотим сказать, что будет нормальный взрослый зритель, надеемся, да. Но это к этому не имеет значения. В любом случае, сегодня молодой зритель, завтра он уже взрослый. На ход спектакля это не влияет, только, как говорится, мы себя воспитываем, подрастающее поколение в хорошем смысле. Ну, хочется сказать спасибо артистам. Я хочу сказать, что сегодня в зале было очень много молодых лиц. И вы знаете, вспомнилась история, которую мне рассказал народный артист Советского Союза Олег Ильянович Бесилашвили. Когда-то еще, во времена перестройки, а он был в это время депутатом Верховного Совета СССР еще, театр БДТ, в котором служит Бесилашвили, попал в Японию на гастроли. И после последнего спектакля подошел какой-то человек и попросил остаться еще на один спектакль «Три сестры». Оказалось, что это руководитель школьного объединения большого. И около 2000 детей, маленьких детей, 3, 4, 5 класс по нашему, они пришли на спектакль. После был банкет. Естественно, этот человек оплатил все, оплатил задержку декораций, когда по морю отправлялся. И Басилашвили, выпивая с ним, сказал: зачем это надо? Зачем нужно вот этим детям на чужом языке, чужие страдания 19 века, в Москву, какие-то три сестры, зачем? А этот устроитель сказал: когда-нибудь, лет через 20, кто-нибудь один из этих детей вспомнит про трех сестер, и Япония станет богаче. Вот и мы дожили. Наша Родина станет богаче, если кто-нибудь, благодаря нашему меценату, она станет богаче. Да, я очень согласен со своим другом Сергеем. И правда, был непростой спектакль, но он настолько важный был. Быть может, даже вы не понимаете, насколько он нас подизменил как артистов и какой-то профессиональный огромный опыт дал. Это если говорить о технической стороне. Но самое главное, это эмоциональный вот тот заряд, который получаешь, находясь здесь. Он, конечно, не сравним ни с чем. Когда ты понимаешь, что то дело, которому ты посвятил свою жизнь, что оно действительно необходимо в Москве, в столице, наверное, и в Казани, некоторая другая атмосфера, и справедливо, объективно, все по-другому, проще, потому что там все посложнее. А вот когда здесь ты понимаешь, что и здесь живет это великое слово, театр, короткое, но такое вот для нашей жизни самое главное, то ты понимаешь, что твоя жизнь, да, это жизнь, наверное, нужная. И вот за это просто огромное спасибо, что мы живем общим этим великим, пусть не звучит пафосно, но все-таки театром, ибо мы без него никто не может. Альметьевский татарский государственный драматический театр имеет честь представить постановщиков, творческую группу спектакля «Медея». Итак, Эдуард Шахов, самый классный режиссер, и Алина Мустаева, сорежиссер этого спектакля, наш балетмейстер, хореограф. И, конечно же, наша звезда
всего татарстанского небосклона и даже, можно сказать, выше. Лучше Мадина Гайнуллина, актриса, номинант «Золотой маски», заслуженная артистка Республики Татарстан. Мы, конечно, наш театр на фестивале не впервые. Мы лауреаты, дипломанты, где-то около 40 международных, российских и так далее фестивалей, но мы очень счастливы тем, что мы на родной земле, в Буинске. Это для нас тоже историческое событие. Мы объездили много, видели много, показались много, но однако здесь нам очень комфортно, очень хорошо. Наконец-то затеяли такой фестиваль, пусть он будет долговечный. Я считаю, что этот фестиваль очень нужен, потому что национальных фестивалей не так много. Поэтому, если он есть, то, конечно же, надо, чтобы он был всегда. Потому что я хочу пожелать, во-первых, фестивалю, чтобы он был, чтобы он процветал, чтобы он развивался. И всем участвующим театрам, конечно, я хочу пожелать успеха и творческих побед. Мы очень рады, что этот фестиваль проходит в Буинске, в Республике Татарстан, ведь мы сами из Альметьевска, и нам очень лестно и приятно, что на нашей родной земле проходит международный фестиваль, и мы от всей нашей творческой группы желаем процветания, долголетия участников, чтобы состав расширялся и были интересные участники из разных зарубежных стран в том числе. Да здравствует фестиваль! Фестиваль просто замечательный, фантастический. Спектакли великолепнейшие. Причем характерна огромная сердечность. Такая тюркская сердечность у фестиваля, она есть, она уникальна, она воздействует. Я считаю, что он будет жить, развиваться и будет великим фестивалем лет через 5, через 6. И уже начинает оказывать на многих людей, на зрителей, особенно, в общем-то, людей, никогда не видевших ранее театра, просто колоссальное революционное преобразующее действие. Его надо поддерживать всеми силами, это обязанность и правительства, и всех президентов, так сказать, наших республик, и даже на федеральном уровне. Огромное спасибо фестивалю. Мирхайдар Файзи исемендәге Оренбург Татар дәүләт драма театрынан сезгә зур сәлам! Мы приехали из города Оренбурга. Я руководитель Оренбургского государственного татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи. Ринат Малькович зовут меня. И артист нашего театра. Мы приехали на второй международный фестиваль в город Буинск по приглашению организаторов этого фестиваля. Нам было очень приятно, что мы попали в такую плеяду таких театров, как вот гости из Швейцарии, Азербайджан, театр Российской армии, Казахстан, Башкирия, с Татарстаном много театров. И то, что у нас есть возможность пообщаться с критиками, с актерами, с режиссерами, наладить какие-то контакты и как-то испытать себя, узнать, в правильном мы направлении идем или нет, потому что очень важно услышать мнение критиков, театроведов, которые хорошо и чутко знают на сегодняшний день все о современном театральном мире. Поэтому для нас это очень большой шаг. Во-первых, что мы приехали сюда, и мы надеемся, что в дальнейшем нас тоже будут приглашать на фестивали, мы будем принимать на них участие в этих фестивалях. И это нам даст новую пищу для размышлений о том, какую драматургию выбирать для своего репертуара, для нашего театра, какие спектакли нужны, что сегодня более актуально, какие способы решения, какие формы нужно искать. Это все в копилку, потому что театр молодой, и это важно знать, важно видеть, куда нужно идти, к чему стремиться. Всем желаем успехов, найти ответы на все свои вопросы, потому что всегда хочется для себя разгадать те ребусы, которые ты перед собой ставишь.
Вот. И этот поиск, чтобы он всегда продолжался, потому что всегда должно быть стремление вперед. Стремление вперед. Поэтому желаем всем успехов на фестивале. Дай Аллах, чтобы мы еще встретились в этом прекрасном городе. Biz Уфа Дәүләт Татар Нур театрын алып килдек бүген. Уфа Нур Татар Дәүләт театры актерларыбыз. Без инде Буа шәһәрендә үткән диалог киңлекләрендә дип аталган фестивальдә катнашуыбызга бик тә шатбыз. Без монда әле беренче тапкыр һәм дә инде бу хәтлемдә яхшы итеп оештырылган фестивальне күрүебезгә бик тә шатбыз. Монда катнаша алуыбызга бәхетлебез. Бөтен әйткән жюри агзаларының бөтен әйткән сүзләре белән килешәбез. Без аны инде үзебезнең коралыбыз итеп алачакбыз. Киләчәктә бөтен әйткән яхшы сүзләрне дә ничектер тәнкыйть сүзләрен дә дөрес итеп кулланырга тырышачакбыз һәм дә алдагы елларда да бу фестивальләр соңгысы булмас дип ышанасыбыз килә. Сезнең белән яңадан да күрешергә өметтә калабыз һәм инде сезгә зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Зур рәхмәт. Нурлардан сәлам! За мою более чем уже полувековую театральную деятельность, а поверьте мне, это очень много, я побывала на многих фестивалях, на многих театральных праздниках. Чем меня поразил Буинский театральный фестиваль и сам город. Вы знаете, город небольшой, но театральный фестиваль в этом городе, это была какая-то взрывная волна. Весь город был охвачен праздником. Отовсюду слышалась музыка, причем татарская музыка, она очень жизнерадостная, очень заводная. Хотелось просто танцевать. Это был праздник театра. Огромное количество коллективов, общения на очень высоком уровне, поверьте мне, на очень высоком уровне был создан критический состав. Очень квалифицированная театральная критика и разбор спектаклей, что для молодежи было очень и очень полезно. Это практически была школа, ведь театры живут очень замкнуто в своей театральной практике. Это спектакли, зрители. Мы редко общаемся с таким количеством, я бы сказала, звезд критики. Из Москвы, из Санкт-Петербурга. Это был большой-большой подарок. Но самое главное, вот что меня потрясло в Буинске, это отношение к театру как к храму. Вы знаете, у нас в Баку снимают обувь только в мечети, в святом храме. То, что здесь, входя в театр, снимаешь обувь, это меня потрясло. То есть я вхожу в храм. С самого начала мне это задано. И если это все, этот театральный дух, это святое отношение к театральному искусству сохранится в молодежи, значит, мы можем быть уверены, искусство театра вечно и неумираемо. Уже более чем полувека я работаю на азербайджанской сцене, предана этому народу, этой культуре, люблю его и стараюсь сделать для него максимально, что в моих силах, в плане просветительства, в плане умягчения сердец, вот так я вам скажу. Театр интересен и великолепен, и незаменим, и вечен потому, что это живое искусство, это живые актеры. Вот вы закашляли, это отражается на игре актера. Вы замерли, вы смотрите, это воодушевляет актера. И вот мы стараемся нашим живым искусством повторить, продолжить неповторимое живое искусство театра, привлечь зрителя, научить его быть заинтересованным болельщиком этого живого искусства. Потому что в нашем искусстве зритель и театр –
это две неразрывные части искусства. Зритель такой же творец театрального спектакля, как и актер. Его отношение, его внимание, его реакция, она равносильна игре актера. Спасибо вам за приглашение, спасибо этому прекрасному театру. Мы старались играть как следует, но наше искусство живое, искусство раз разом не получается. И я поддерживаю Жанат Алибековна, что критика для меня и участие в фестивале – это в первую очередь услышать обсуждение. Вот сидеть в обсуждении и слышать, как они разбирают спектакль. И, конечно, многое мы, как сказать, Жанат Алибековна, берем оттуда, многое не согласны. Но все-таки это очень интересный момент, и за это благодарен этому театру, что делает такие прекрасные критики, которые бывают, рассказывают свое мнение. Это дорогого стоит. А как играли, получилось сегодня, это уже второе дело. Самое главное, что вот есть такая возможность услышать разбор спектакля. Это для меня самое главное. Я очень рад, что я здесь, и приглашаю вас тоже к вам. Большой привет передает театр кукол Алакай из города Актюбе, Республика Казахстан. Казахстаннан сіздерге жалынды сәлем! Курманальна Асия Тажбековна, директор областного театра кукол Алакай, город Актюбе, Казахстан. Мы находимся уже вторую неделю в Татарстане, получили столько интересного, такой мощный заряд вдохновения от всех наших коллег, от просмотренных спектаклей, от той атмосферы, которая нас каждый день окружает. И мы были в городе Тетюши, Кабица, Апастово, и где нас всегда постоянно, каждый день встречали яркие татарские женщины в ярких костюмах, с чак-чаком, с пирогами. Вот весна цветет, яблони, цветут вишни, одуванчики кругом. Это такая красота. Спасибо вам за этот фестиваль. Нам действительно очень понравилось. Мы сегодня вот как бы закрываем фестиваль. И наши говорят, нам так нравится. Нам в Кабице понравилось, мы хотим там остаться. Нам в Апастово понравилось, мы хотим там остаться. То есть куда мы не поедем, наши говорят, мы хотели бы тут остаться. И природа, и люди, и вообще все вкусно. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать вашему фестивалю еще больше яркой географии, что ваш Буинск, вот мне удивительно, что такой маленький город и делает такой большой потрясающий фестиваль. Это просто удивительно, удивительно. И при всем при этом вся жизнь крутится вокруг этого фестиваля, все вот дружно вот помогают, и район, и вот все вот охвачены этим фестивалем. Это очень большая организационная работа вашего руководства, и я желаю, чтобы он был еще шире, еще ярче. Татарстан – это не пространство диалога, была пространство диалога, это пространство любви. Спасибо вам большое. Я уже много говорил и еще готов сказать, что для меня этот фестиваль важен прежде всего тем, своей социальной направленностью. Очень часто в областях, губерниях, в республиках России, в ее субъектах все силы бросаются, и в том числе в деле культуры, искусства, театра, бросаются на столицу региона. И вот у нас Казань, там проводится множество фестивалей, там всегда жизнь кипит, и в Казани всегда что-то происходит. Точно так же, я знаю, в Уфе, точно так же в Йошкар-Оле, точно так же, ну, везде. Кемерово ли это, Новосибирск ли, Екатеринбург. А что происходит в других городах, что происходит в других селениях, об этом, как правило, не говорится. А здесь тоже живет зритель, который также нуждается в театральном искусстве, в встрече с прекрасным, ужасным, в встрече с какими-то вещами, которые он не увидит в обычной жизни. Ему тоже нужен праздник, ему тоже нужен правильный театральный культурный досуг.
И задача этого фестиваля прежде всего это охватить Заволжскую зону Республики Татарстан, потому что неравномерно Татарстан это, наверное, одна из самых... Ну вот я могу привести Красноярский край, Новосибирскую область, и, пожалуй, наверное, мы сразу третьими идем по количеству театров в городах и весях. У нас 14 государственных, 3 муниципальных и 11 частных театров. Я уже не говорю про самодеятельные коллективы, некоторые из которых вполне могут конкурировать с государственными. И так странно, лишь один театр обслуживает вот эту Заволжскую зону, Буинский театр. И, конечно, на него ложится еще большая не только культурная, но и социокультурная обязанность донести до каждого села, до каждого зрителя вот это вот искусство. И можно много говорить о том, что мы привезли, что мы не привезли. Мы вместе составляли программу с Сан Санычем Висловым, с Раилем Эльдаровичем Садриевым. Что-то, какой-то спектакль был очень хороший, какой-то чуть хуже, какой-то слабенький, какой-то, по мнению коллег, в общем-то, программа достаточно сильная. Но это не цель создания сильной программы. Цель – это охват аудитории, вербовка новых зрителей. Для меня был просто потрясающий. Один из моих любимейших театров, академический театр имени Гафурии башкирский. Они играли в селе Кайбице, там 1600 человек. Из этих 1600 человек 350 человек было в зале. То есть практически все взрослое такое население. Ну, мы же понимаем, есть старики неходячие, есть дети, есть какие-то люди, стоящие вне этого всего. Как они воспринимали этот спектакль их? «Я тебя сотворил». Мне кажется, это самое главное. Вот те чувства, которые я там испытал, я тогда действительно понял, что мы занимаемся правильным делом. И в Апастово то же самое, в Тетюшах. Приехали в Тетюши, как они были рады. Когда академический театр советской армии, в смысле российской армии, приезжал в Тетюши? Да никогда. И вот приехал, ведущие актеры, звезды. И как смотрит зритель, он же не смотрит там звезда, не звезда. Тронуло, не тронуло. Их тронуло, они стоячую овацию устроили. Мне кажется, вот именно в этом и заключается наша миссия этого фестиваля. Быть простым и доступным, быть для всех, развивать, конечно, Буинский театр прежде всего, потому что любой фестиваль, я так считаю, это прежде всего инструмент по развитию собственного коллектива. Оценка, сравнение с другими коллективами, развитие зрителя, зрительской аудитории. Но вот эта социальная миссия, она тоже очень важна. Мне кажется, сегодня мы добились очень важных социальных результатов. Друзья, я вам обещаю дожить до того времени, когда за путевку на фестиваль в Буинске вы будете драться, фигурально выражаясь, вы будете бороться, сражаться, потому что это будет очень престижно. Я доживу до этого времени. Я увидел удивительный рисунок. Огромная змея-удав глотала хищного зверя. Вдруг воскликнул: «Нет! Нет! Мне не надо слона в удаве!» Не смог сдержать восторга. «Ой, как вы прекрасны!» А вот и подданный явился. Все, благодаря тебе. Вот какая у нас планета. Здравствуй! Сказал он. Вернулся! Спасибо большое еще раз. Спасибо большое. Спасибо.
как говорили просто в России многие лета фестиваля в Буинске, он еще совсем молодой, второй фестиваль по счету такой буинский, на разных площадках, безусловно. Но мне хотелось, чтобы здесь и парк, который вы здесь создали, и все это, конечно же, приобрело масштаб уже такого огромного города, который бы принимал, допустим, в 5 или в 6-7 гостиницах, принимал бы людей со всей страны, равно как из-за рубежа, чтобы это была огромная насыщенная программа. То, что я сказал про деревню, вот такую вот экологическую деревню, чтобы создать, допустим, деревню, татарскую деревню, допустим, там 19 века, и чтобы пригласить как раз гостей, чтобы они пожили в национальных костюмах, просто в этих домах, познакомились с бытом деревни татарской. Я думаю, что это привлекало бы многих, на самом деле, за рубежа, потому что окунуться в атмосферу, в подлинную атмосферу того времени, того века, многие бы захотели. Поэтому вот такой бы размах приобрести. Поэтому этого и желаю. Не останавливаться на достигнутом, а развиваться, строиться, развиваться и такой целый квартал создать. Потому что завидно, когда вы сказали, что в Тетишах больше осталось старинных домов. Здесь их 3-4, по-моему, я насчитал в Буинске. Поэтому надо просто поработать со специалистами, с дизайнерами и создать ту самую старину, которая, конечно же, делает некую связь поколений, потому что старинные дома, вот так вот смотришь, допустим, на старинный центр. Сейчас вот мы открывали наш фестиваль губернских театров, открывали это склады, морозовские склады, которые сохранились. Понимаешь, боже мой, стены еще живы, все это живо, все стоит. Я не знаю, век уже сменился. Уже войны прошли, а эти склады морозовские, они до сих пор стоят. Этот кирпич, который создает ощущение, ну как вот в Москве сейчас делают все эти ремонты, они наоборот снимают всю штукатурку до вот этих кирпичей, потому что и это становится тем самым в такой хай-класс, когда вот этот кирпич просто облицовку они снимают, и кирпич, вот этот красный кирпич. Вот, поэтому, конечно же, вот эта старина дает возможность ощутить вот это преимущество поколения, современный театр, современные спектакли, вот та самая старина, которая идет еще с 19 века. Поэтому развитие, долголетие, ну как многие лета фестиваля. Спасибо большое. Огромное спасибо. Многие лета. Вот и подошел к концу второй международный фестиваль «Буа. Пространство диалога». Хочется сказать и поблагодарить всех, кто смог приехать, оказаться здесь, на этих площадках Апастово, Кайбица, Тетюши, Буинска, и показать, которые показали самые достойные свои работы перед влиятельной командой критиков. Мы поставили высокую планку, мы постарались поставить ту планку, которая сегодня соответствует театральной тенденции на российском театральном пространстве. Мы пригласили сильнейших критиков из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Казани. И, я думаю, мы не прогадали. А те коллективы, которые, может быть, немножко не так почувствовали себя после критики, после разбора спектакля, конечно, не надо обижаться ни на кого, надо приехать, работать и еще раз оказаться на этом фестивале. Уже по счету 3-м, 4-м, 5-м фестивале. А мы, в свою очередь, хотим сказать, что фестиваль состоялся, и мы уже живем идеями, планами будущего фестиваля. Мы продолжаем копить уникальный опыт работы на фестивалях. Мы записываем каждое слово, сказанное критиками. Мы не пропускаем мимо себя ни одно предложение, которое прозвучали из уст зрителей, ни одно пожелание, которое было сказано в наш адрес с уст администрации или там организаторов других фестивалей, коллективов. Да, может быть, что-то не так еще, как мы хотели бы. Буинск маленький город, но с большими амбициями. Мы ждем всех вас на следующий фестиваль. Мы рады были, то, что вы были с нами. Да, чувствуете какую-то определенную усталость, да, есть
Я знаю, завтра же мы ощутим ту пустоту, какую-то определенную, потому что насыщенная жизнь в течение 10 дней и просмотр 3-4 спектаклей за день и жить какой-то сказки театральной за это время, они наложили какой-то отпечаток. Да, мы подустали немножко, да, что-то есть, да, на ходу решали многие вопросы, да, были какие-то, может быть, сбои, но в то же время было много побед, много переживаний, много радостных минут, когда мы знали, что вот театр – это место, где толпа превращается в народ. Не только в народ, а в нацию. И Буинск уникален тем, что это место в будущем должно стать пересечением всех национальных театральных коллективов России. Это должно быть пространство диалога, Буа, должно превратиться в пространство любви. Только любовь – это есть Бог. Любовь – это есть, ради чего мы приходим на эту землю. Любовь – это единственное, что обогащает нас. Делить нам нечего. Мы живем на одном шарике, под одним солнцем. Мы занимаемся одним делом, которое называется театр. Это дело уникально. Театр – это явление, которое очищает всю нашу планету от какой-то скверны, очищает наши души, поглощает человека в странный для восприятия мир, откуда, из которого человек выходит уже другим, хоть на йота измененным. Поэтому, когда человек заходит в театр одним и выходит другим, происходит катарсис, происходит квантика, происходит такая метафизика, когда человек превращается потихонечку в творящее существо, в искорку Божью. Поэтому давайте продолжать встречаться, давайте продолжать общаться, давайте любить то, чем мы занимаемся, а через это любить все то, что вокруг нас. Мы ждем вас. Буинск открыт для вас. Буинск – это пространство диалога, которое со временем должно превратиться в пространство любви. Всех благ вам, успехов и удачи. До следующих встреч.